Апрель на календаре, день недели четверг, если не изменяет память, а она не изменяет, потому что мы здесь каждое утро вместе с вами, дорогие наши телезрители. Это «Утро Якутии» на канале Якутия-24, и мы встречаем наступивший день, чтобы... Зачем мы его встречаем? Зачем мы вообще здесь? Чтобы у вас настроение было с самого утра приподнятое, хорошее, и весь день в таком же настрое у вас прошел. Телеканал Якутия-24 НВК Сахав приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. И это утро вновь встречаем с вами мы, Дарьян Кехова и Павел Танин. Напоминаем о том, что у нас такой очень полезный, насыщенный эфир в такой хорошей компании семейной, я бы сказала, да? У нас постоянные рубрики «От мала до велика» будет всем интересно, да? И напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть активная телеграм-страница, которую вы видите прямо сейчас на экране. Присоединяемся к нашей великолепной, я бы сказала бы, компании и будьте в курсе всех событий. Да, но я немножко добавлю занудства своего. Не телеграм-страницу видите на экране, а QR-код, при помощи которого можно попасть, собственно, на телеграм-страницу, на телеграм-канал и быть с нами в течение всего дня, не только в этот почти что час с утра, потому что в течение дня тоже много всего интересного в Телеграме обязательно появляется, что может вам что-то новое преподнести и так далее. Вот говоря про новое, новость такая интересная. Ученые, вы не поверите, смогли вырастить человеческий зуб. Вот эту историю нужно как раз-таки обсудить и рассказать нашим телезрителям, как это произошло, зачем и почему, да? Да, ну в Королевском колледже Лондона взяли и там рассказали, да, что этот выращенные зубы, вот которые они смогли вырастить, они прочнее, не подвержены риску отторжения, так что это более долговечное решение, чем пломбы или те же самые импланты. Для создания зуба использовался особый материал, позволяющий клеткам взаимодействовать друг с другом. Ученые объяснили, что одна клетка может приказать другой начать превращаться в клетку зуба. По их словам, это имитирует среду растущих зубов. Да, и теперь исследователям предстоит найти способ, как, собственно, перенести выращенный зуб в челюсть. Ну, они пока допускают, что сначала можно пересадить клетки, таким образом зуб будет, в принципе, непосредственно в полости рта расти. Новость хороша чем? Тем, что дошли мы до того времени, когда части тела начинают отращивать у человека, и хочется немножко, конечно, подумать, что если развитие, эта разработка получит, и зубы действительно получится выращивать во рту, жалко, конечно, производителей всех вот этих вещей, сопутствующих лечению зубов, потому что, если можно вырастить новый, зачем спасать старый, да? Ну, в любом случае, видишь, технологии не стоят на месте, и отрадно, что в скором времени, возможно, появится и такая функция, как выращивать зуб где-то там, а потом его переносить. Где-то там у меня растет зуб, потом его перенесут. Ну, такая очень интересная новость, о чем поговорить есть, может быть, за чашечкой кофе сейчас со своими близкими, но и, конечно же, необходимо узнать, какая же у нас погода за окном, Паша. Да. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. В Заречной группе 13 ниже 0. В южных 3,1 градус со знаком минус, в Вилюйской группе 16 градусов мороза. В Нижнеленских 9,1 ниже 0, в западных до плюс 3. В Колыман-Дигирской группе Улусов минус 20, в Янских 24,2 градуса ниже 0. На северо-западе 25 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 7 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 2 градусов. Погода как будто бы пытается местами задерживаться в холодах, особенно в ночное время, да. Ну и такое время особенно опасно увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом. От последнего, кстати, спасает вакцинация. Она же спасает от десятков различных инфекционных заболеваний. От каких именно и вообще подробнее о значимости вакцинации мы поговорим со специалистом сразу после сводки новостей от наших коллег из информационной службы. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного совета о развитии инфраструктуры для жизни в режиме видеосвязи принял доклад главы ДНР Дениса Пушилина об открытии спорткомплекса с бассейном «Юность» в Докучаевске. Это один из восстановленных Якутии объектов в подшефном городе ДНР. Денис Пушилин рассказал президенту России о значимости открываемого объекта для жителей города, который еще недавно находился под обстрелами противника и получил серьезные разрушения. Он поблагодарил жителей Якутии и лично главу республики Айсена Николаева за внимание к объекту и помощь, оказанную при восстановлении социальной инфраструктуры в Докучаевске и Кировском. И, конечно, восстановленный спортивный комплекс абсолютно точно будет являться точкой притяжения для жителей как самого города, так и близлежащих населенных пунктов. Здесь помимо спортивного зала, очень хорошего, комфортного, современного, здесь, конечно же, и бассейн, в котором мы планируем уже, и обсуждали с руководителем объекта, планируем проводить не только региональные мероприятия, но, может быть, и уровнем посерьезнее. По крайней мере, пока об этом мечтаем. Вскрытие рек на территории Якутии в этом году ожидают раньше средних многолетних сроков от 2 до 6 суток ранее. Об этом сообщил заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Шехиров. Так, в районе поселка Витим на границе республики специалисты ожидают подход ледохода 2 мая при норме 8 мая. В районе Якутска ледоход ожидается во второй декаде мая. Вскрытие рек Яна, Адыча и Индигирка ожидается в сроки, близкие к средним. В парламенте Якутии обсудили вопрос расширения перечня льготников на проезд в период ледохода. На совещании с участием перевозчиков, представителей Минтранса и депутатов Илтумена поднимались вопросы тарифов и доступности перевозок после закрытия ледовой переправы через реку Лену. Председатель профильного комитета парламента Павел Петров подчеркнул необходимость учитывать особенности арктической зоны и предложил включить в список льготников многодетные семьи, пациентов, следующих на лечение, инвалидов, пенсионеров и детей. В свою очередь, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев сообщил о подготовке дополнительных вертолетных рейсов до Нижнего Бестяха. Он также отметил, что тарифы на суда на воздушной подушке пока не регулируются государством, и перевозчики устанавливают их самостоятельно. В июне и в августе в Якутии по предварительному прогнозу синоптиков температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. Аномально жаркая погода увеличит риски лесных пожаров. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает северо-восток республики, Верхоянский и Момский районы. На следующей неделе там прогнозируется очень теплая для этого времени погода без осадков, что ускорит таяние снега и создаст условия для быстрого роста класса пожароопасности. По прогнозам, в июне и в августе в Якутии температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. В июле погода будет около нормы или чуть прохладнее, а осадков меньше или в пределах нормы. 18 апреля с 10 утра в Музее «Россия. Моя история» состоится региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа в России». Время возможностей. Свои предложения представят более 300 работодателей с более чем 4000 вакансий, в том числе 100 в Якутске и 210 в районах республики из всех сфер деятельности. В рамках ярмарки состоится мастер-классы, тренинги, и соискателям на должности представится возможность на месте подать резюме. Отметим, что ярмарка пройдет во всех районах республики. В рамках ярмарки предусмотрен открытый отбор в онлайн-режиме в крупные промышленные предприятия. Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек, помогут составить резюме. Современная медицина не имеет пока более эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний, чем вакцинация. На сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом защиты от более чем 20 опасных инфекционных заболеваний. Без прививок сейчас в мире бушевали бы эпидемии опасных инфекций, распространялись по всему миру гораздо быстрее, чем 2 века назад.
В связи с проведением региональной конференции, посвященной единой неделе иммунизации для специалистов здравоохранения, в нашей студии сегодня главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения Приморского края, заведующая Центром вакцинопрофилактики Краевой детской клинической больницы номер 2 Воробьева Евгения Анатольевна. Евгения Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, сразу первый вопрос, в принципе, в двух словах мы озвучили. Тем не менее, на ваш взгляд, почему важна вакцинация вообще в современном мире и почему не стоит ей пренебрегать? Потому что кто-то же все равно с недоверием относится к ним и так далее. Ну, как вы уже сказали, что вакцинопрофилактика на сегодняшний день, да, является самым надежным, самым эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями. Конечно, мы не можем охватить большой спектр всех инфекций, но есть вакциноуправляемые инфекции, которые можно профилактировать. И вот наша основная задача, конечно, это предотвратить само заболевание, а самое главное, его последствия – это осложнения, которые оно может дать. Потому что в основном перенести инфекцию можно в легкой форме, да, можно в средней, тяжелой форме перенести. Но самое главное, какие последствия будут. А последствия при многих инфекциях могут быть тяжелые и именно привести к инвалидизации. Или самое тяжелое, конечно, это летальный исход. Ну, как бы принято считать, да, что вот у нас есть определенные сезоны, когда ставить нужно вакцину, ну, допустим, от ОРВИ, от гриппа, да, это осень-весна. Но все-таки есть и другие сезоны, да, и вот ваш совет на летнее время, да, вот какие вакцинации необходимо поставить, потому что все думают, что, ну, лето, чем мы там можем заболеть? У нас есть национальный календарь профилактических прививок. Да, это тот нормативный акт, в котором закреплены сроки проведения прививок, какие необходимо профилактировать. И есть 12 обязательных инфекций, которые должны поставить. Но есть еще и дополнительные инфекции. Как правило, подготовиться нужно заранее. То есть вот летний период, да, сейчас каникулы, уезжают все многие в отпуска. И вот заранее нужно подготовиться, иметь весь спектр обязательных прививок и плюс дополнительные. Если мы едем в какую-то страну, то желательно заранее подготовиться и уточнить, какие инфекции распространены в этой стране, а чего мы можем сделать. Ну, например, тот же самый гепатит А, желтая лихорадка, если мы выезжаем, допустим, в Африку, в Бразилию, если кто-то собрался ехать. Это те же самые менингококковая инфекция, тоже самая распространенная. Корь сейчас по всему миру, да, у нас распространена, поэтому и чаще всего завозные случаи. Поэтому если человек подготовится, сделает все заранее, то и отпуск пройдет спокойно, и все будет хорошо. Все будут счастливы, да? Да, А все вот будут счастливы. инфекции, допустим, которые только что перечислили, и желтая лихорадка и так далее, входят ли они, опять же, в календарь, да, прививок, и могут ли граждане получить бесплатно? Или, опять же, вот есть какие-то, которые входят в календарь, и если едешь в отпуск, там уже за свой счет. Ну, как я уже сказала, да, у нас 12 обязательных прививок, это то, что обеспечивает государство. Ну, я думаю, что перечислять их, наверное, смысла нет. Да. Вот. И есть вот эти дополнительные прививки, которые входят в календарь по эпидпоказаниям. В каждом регионе они проводятся в соответствии со своими утвержденными региональными календарями, и часть проводится бесплатно. Я знаю, что у вас на территории очень хороший региональный календарь, и ваше правительство заботится о том, чтобы ваши дети были защищены. И та же самая вакцинация против гепатита А и против менингококковой инфекции, против ротавирусной инфекции. То есть все то, что, еще раз говорю, может, да, плохо отразиться, да, на отдыхе, все это можно сделать бесплатно у себя в поликлинике. Вообще, в любом случае, нужно обратиться к участковому своему врачу, будь то врач-педиатр или врач-терапевт, который вам все расскажет, донесет, какую прививку можно сделать бесплатно, и направит, конечно. Евгения Анатольевна, ну вот как уже Павел сказал о том, что вообще вакцинация – это достаточно такой спорный вопрос, да, многие сейчас родители отказываются от нее, да, не ставят своим детям, но либо кто-то находит недостоверную информацию, то есть сейчас в средствах массовой информации можно прочесть очень многое, Все да? что угодно. Да, Да, где это правильную информацию все-таки найти про вакцинацию, достоверную? Самую достоверную информацию всегда дает только медицинский работник. Медицинский работник, он вам, еще раз, как говорила ранее, да, донесет
ту нужную информацию, какие необходимо сделать, в какие сроки прививки. Можно, конечно, поискать и на сайтах, например, Союз педиатров России, прививка.ру, то есть там более достоверная информация именно по вакцинопрофилактике. Просто загуглить в каком-то сайте, да, найти, сразу выскакивает негативная информация. Конечно, это неправильно. Поэтому только к медицинскому работнику. Ну вот, говоря про календарь национальный профилактических прививок, планируется в ближайшее время, там, может быть, добавление новых прививок, может быть, в принципе, какие-то сейчас вакцины новые разрабатываются? Ну, конечно, как любая отрасль, вакцинопрофилактика не стоит на месте. Появляются новые вакцины. Вот появилась новая 5-компонентная вакцина против менингококковой инфекции. Да? Появляется и скоро будет новая вакцина против пневмококковой инфекции. Конечно, планируется внесение в календарь в обязательный, да, уже прививки не только по эпидпоказаниям, это и против ветряной оспы, и против ротавирусной инфекции, и против вируса папилломы человека. Поэтому, конечно, мы ждем, тем более уже появилась наша отечественная вакцина против вируса папилломы человека, зарегистрирована. Поэтому ждем появления новых вакцин. Все время развивается, да, эта сфера? Конечно. Развивается, не стоит на месте, как и любая другая Да. сфера деятельности. да, сфера деятельности. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Какие бы пожелания передали вы нашим телезрителям? Ну, самое пожелание, конечно, это предупредить любую болезнь, как с точки зрения вакцинолога, вот, предупредить легче, чем лечить. Поэтому позаботьтесь о здоровье своих детей, о своих близких, заранее профилактируйтесь, делайте прививки, и все будете здоровы. Спасибо большое за наставление такое правильное. Потому что вакцина это то, что, не знаю, мне кажется, главное достижение медицины. Это самое главное достижение, да, в медицине. И самый главный лозунг, конечно, добиться вакцинации для всех, и это в наших с вами силах. Да. Спасибо. Вот давайте все присоединимся к этому, будем вакцинироваться. Спасибо еще раз. Ну а мы также не перестаем повторять, что залогом здорового тела в том числе остается здоровый дух. А укрепить его помогает как минимум наша утренняя зарядка. Ее мы и предлагаем сделать прямо сейчас вместе с нашим инструктором. Всем доброе утро, меня зовут Мария Расторгуева, и у нас сегодня зарядка с акцентом на наш пресс. Итак, наше первое упражнение – бег в упоре. Упираемся на прямые ручки, ножки вытянули и на выдохе коленки к себе. Выдох, вдох, выдох, вдох. 20 повторений и начали. 1, 2, 3, 4. Дышим. Выдох, вдох, выдох, вдох. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Закончили. Следующее наше упражнение – скручивание лежа. Ложимся на спину. Ножки подняли, сгибаем в коленках, ручки за голову и крест-накрест. Касание на выдохе. Выдох, вдох, выдох, вдох. И начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 9 и 10. И следующее наше упражнение – подъем ног лежа. Ложимся на спину, руки под таз, голову не отрываем от пола, ножки поднимаем на 45 градусов. И начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наверху выдох. 8, 9 и 10. И если вам не сложно, можете еще 10 раз повторить. Продолжаем работать над нашим прессом. Дальше. Ручки вытянули и касаемся ног. Ножки поднимаем и касаемся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Повторяем 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кому не сложно, делаем еще 10 повторений. И в заключение мы сделаем растяжку. Так. Тянемся вперед, растягиваем наш пресс, дышим, выдох. Тянемся. 1, 2, 3, 4. Назад ушли. 1, 2,
3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3, 4. Я рекомендую вам делать эту зарядку каждое утро, и у вас будет плоский живот. Всем хорошего дня. Всем пока. Занятию спортом не помеха даже возраст. Говоря про него, стереотип о том, что пенсия – это скучное время, давно позабылся. Да, уважаемый возраст – это не повод закрывать себя в 4 стенах и ограничиваться лишь присмотром за внуками и радостью за их успехи. После 50 лет яркая и интересная жизнь только начинается, и на своем примере это показывают героини нашего следующего сюжета. В студии дефиле дамы элегантного возраста учатся держать осанку и красиво ходить. Мария пришла заниматься после травмы в ДТП, где повредила спину. Занятия помогли, а дальше больше. Я вот пришла именно только из-за осанки сначала. И как-то мне все это затянуло. И как-то я с детства очень любила смотреть вот этих моделей, там это вот, как они проходятся по подиуму, да. И мне как-то вот хотелось тоже пройтись. Пройтись по подиуму как настоящая модель удалось только недавно. Успех вдохновил создать с подругой студию для женщин, и желающие потянулись. Ну, раньше было, что модели – это молодые девушки, да, у которых стандартная фигура, там, от 1,80 м. А сейчас как бы мода пошла наоборот на наш возраст. А сейчас очень много моделей, не только в России, не только в Саха, но и за рубежом. Модные показы, участие в международном конкурсе «Этно-эрата» стали стимулом для женщин заниматься собой и не забывать, что они в первую очередь женщины, а не только мамы и бабушки. Наш возраст не только там ухаживать за внуками. Дети выросли, и как бы время есть для себя. А нам нравится очень заниматься. Хорошая водичка. Вообще теплая. А так начинается утро Туяры Тумусовой. Но сама она предпочитает, чтобы ее звали Тутума. Псевдоним, когда-то придуманный в пору ее увлечения КВН, означает «два ума». А по-якутски и вовсе звучит символично «не удерживай». Мы купаемся и в минус 45, и в минус 50. Что дает? Ну вот сказать вот одним словом невозможно. Невозможно, потому что это дает здоровье, энергию, позитив, ну и молодость, конечно, обязательно. Быть не похожей на других и даже эпатировать окружающих Туяра любит с детства. Вот и сегодня она вышла на улицы Якутска, где давно не была, в косплей-наряде в образе девушки-робота. В детстве тоже была активным ребенком, и в 1983 году, поучаствовав в конкурсе, меня отправили в Артек. По тем временам это было приравнено как космонавт. Вот. И я попала в очень удачную смену, ну, видимо, звезды так легли. Я попала в смену, когда приехала знаменитая Саманта Смит. И, конечно, у нас смена была до того удивительная, что, приехав оттуда, родители меня не узнали, я очень изменилась, стала очень активной, позитивной. Я увидела, что такое позитив и как можно с этим жить и двигать мир, скажем так, да? Маленькая девочка меня этому научила. Спасать птиц на берегах Анапы, работать на заводе, участвовать в модных показах в качестве модели, устраивать фестивали, пропагандирующие культуру родной Якутии. Это только часть того, чем занимается в последнее время Туяра. В планах неугомонной пенсионерки еще много нереализованных проектов. Интересное только у меня впереди, только начинается. И я поняла, что, оказывается, один человек может достичь всего сам. А завтра я уезжаю на СВО. Меня пригласили волонтеры с Курска помогать людям, детям. Ну, это тоже интересный опыт будет. А кто его знает, может, это дальнейшая моя судьба будет. Пример наших героинь – свидетельство того, что неважно, сколько тебе лет, наслаждаться жизнью и приносить пользу окружающему миру никогда не поздно, если тебе даже далеко за. Главное – желание и сила духа. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск.
На календаре 17 апреля. Сегодня отмечают Великий четверг Страстной недели, День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, Международный день денег, Всемирный день гемофилии. По народному календарю Иосиф Песнопевец Ольховые смотрины. Песнопевцем Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето. На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили ольховые смотрины. Искали подходящее дерево. Этот день в истории. В 1722 году в России введен налог на ношение бороды. В 1875 день рождения бильярдной игры «Снукер». 1941 русский авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал первый в мире вертолет-амфибию. 1968 в СССР впервые вышла в телеэфир передача «В мире животных». В этот день родились Никита Хрущев, советский государственный политический деятель, глава СССР с 1953 по 1964 годы. Александра Дорохина, советская российская актриса театра и кино. Валерия, советская российская эстрадная певица, народная артистка России. Дженнифер Гарнер, актриса. Виктория Бекхэм, актриса и певица. Именины отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Зосима, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор. На календаре 17 число, и несмотря на то, что апрель только, можно сказать, пересек свою середину, где-то уже вовсю готовится к лету, вернее, к главному празднику этого времени года – Эссе Холонхо. Да, действительно, в этом году он пройдет в Нерюнгринском районе. Не будем рассказывать о том, что задача перед организаторами стоит масштабная и серьезная. Лучше просто вместе с нашими коллегами окунемся в атмосферу сегодняшнего Нерюнгри и узнаем, как город готовится к празднику. В преддверии Эссе Холонхо в Нерюнгри не прекращается кропотливая работа. Строятся новые соцобъекты, ремонтируются дороги и благоустраиваются общественные пространства. Местное население с нетерпением ждет принять гостей. Ждем Эссе Холонхо. Каждый день туда ездим на новую поляну нашу, строится. Приедет гостей много, мы, конечно, ждем, готовимся. Принимаем участие даже в организации. Думаю, что много потянется, да, ждем, мы с семьей уже наготове. Много-много потянется. Да, ждем. Нерюнгри – уютный город на юге Якутии, активно готовится ко встрече праздника Эссе Холонхо. Местные жители возводят культурные объекты. Так, например, берестяную урасу высотой 10 метров. Вместе с этим строится балаган, устанавливаются серьге, аллукмас и место встречи солнца. Национальный праздник пройдет в парке Амикан, в местности Таастах, находящейся на горном рельефе. Там проводятся буровые работы, проделываются порядка 600 ямок под опору ограждения. Здесь грунт, скажем, достаточно сложный, относительно сложный, чем отличается от центральной Якутии. Да, литологический разрез сложен из достаточно крепких пород. Это песчаник. Концепция Эссе Холонхо – объединение угля, спорта и этно. Вход на главное Тюсюльге будет через этно-арку, раскрашенную в яркий солнечный оттенок, и музей под открытым небом горнодобывающей техники. Будут организованы парковочные места и будут запущены шаттлы, которые будут от парковок до места проведения курсировать. Ну а в культурной программе грядущего мероприятия запланировано порядка 40 различных конкурсов. Будет отражено многообразие культурных традиций, включая элементы эвенкийских легенд и символику полезных ископаемых региона. В нашем районе живут именно носители языка, носители культуры эвенкийской. Это будет очень интересно, например, даже для наших якутян.
Подготовка началась 2 года назад с поиска подходящей территории. Весь прошлый год был посвящен земляным работам. Несмотря на раннюю подготовку, сейчас не обходится без сложностей. Отставания по срокам небольшие, дополнительных парковочных мест и в части размещения. ИСЭХ Олонхо пройдет 4 и 5 июля. Этот год станет знаковым для Нерюнгри, так как он отметит полувековой юбилей. Также пройдет реализация мастер-плана по преобразованию городской территории. Даяна Федорова, Ринат Тахиев, Нерюнгри. Знаешь, замечательная подготовка. Действительно, для многих из нас ИСЭХ Олонхо – это такое очень важное событие не просто в календаре, а вообще в жизни в целом. Ну, в целом праздник республиканского такого масштаба, который как бы не просто, скажем так, на бумаге, да, республиканского, действительно со всех районов съезжаются в одно место, но это великолепно и невероятно, я считаю. Ну и, как видно, сейчас уже люди готовятся, Нерюнгринский район готовится, уже, видишь, уже сколько возведено различных сооружений. И я думаю, это будет очень красивое и масштабное событие. Ну, узнаем это точно мы через пару месяцев. Ну, а пока вернемся обратно к нашему сегодняшнему дню, нашему утру и поговорим немножко об истории. Вообще, в годы Великой Отечественной войны воины-якутяне участвовали в боях у стен Брестской крепости, самоотверженно сражались с врагом под Смоленском, защищали Москву, Сталинград, сражались в блокадном Ленинграде, штурмовали Берлин. И сегодня рубрика «История в кадрах» расскажет об участнике Великой Отечественной войны, командире 2-й минометной роты 348-й Бобруйской краснознаменной дивизии, гвардии старшем сержанте, кавалерии 2 орденов славы Илье Сергеевиче Бочкареве. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Всего за годы Великой Отечественной войны из Якутии были призваны в ряды Красной Армии более 60 тысяч якутян. Воины-якутяне участвовали в боях у стен Брестской крепости, самоотверженно сражались с врагом под Смоленском, защищали Москву, Сталинград, сражались в блокадном Ленинграде, штурмовали Берлин. Среди них был командир расчета 2-й минометной роты 1172-го стрелкового полка 348-й Бобруйской краснознаменной дивизии гвардии старший сержант Илья Сергеевич Бочкарев. Илья Сергеевич родился в 1913 году в первом Аспёрском наследии Усть-Алданского улуса. На фронт был призван 10 августа 1941 года. Первым боевым крещением стала битва под Москвой в 1941. Илья Сергеевич принимал участие в освобождении городов Клин, Ржев, Калинин, Бобруйск, Минск, территорий Польши, Восточной Пруссии. За проявленную храбрость и мужество в Великой Отечественной войне Илья Сергеевич был награжден 2 орденами славы 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями за оборону Москвы, за взятие Берлина, за отвагу и 17 благодарностями Верховного Главнокомандующего. Победу он встретил 8 мая 1945 года на реке Эльбе. Таким образом, Илья Сергеевич прошел практически всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945, от обороны Москвы и до взятия Берлина. После демобилизации из армии в декабре 1945 года он приехал в свой родной Наслек и сразу начал работать в родном колхозе. Много сил и труда вложил в восстановление и развитие своего села и района. Ему пришлось сначала руководить молочно-товарной фермой, а потом возглавить бригаду огородников. За трудолюбие и заботу о людях колхозники доверили ему руководство колхозом. И где бы он ни трудился, чем бы ни пришлось ему заниматься, везде он относился к своему порученному делу с огромной ответственностью, серьезностью и заинтересованностью. За 3 года, в течение которых он возглавлял колхоз, хозяйство заметно окрепло. Поголовье скота, урожайность зерновых и овощных культур увеличились вдвое. Шире стала применяться механизация. Илья Сергеевич со своей супругой Анной Егоровной прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали детей и внуков достойными людьми, которые сегодня продолжают дело своего легендарного деда и с гордостью вспоминают о нем. Мы преклоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны. Мы благодарим их за великий и бессмертный подвиг. Это наша вечная историческая память.
Мы помним и гордимся тем, что сделали наши деды и прадеды. Это была рубрика «История в кадрах». История Великой Победы. Мы продолжаем наш утренний эфир и поговорим на очень такую интересную тему, а в частности сейчас мы будем говорить об уникальной профессии. Каждое строительство здания, моста или сооружения, которое мы видим в нашей жизни, начинается с проектирования и разработки конструкции. В этом процессе инженер-конструктор играет важную роль. Но вот что именно входит в его обязанности, какими качествами он должен обладать, об этом подробнее поговорим с главным конструктором проектов Якутии Александром Рахматуллиным. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вот, ну, инженер-конструктор. Наверное, вопрос такой простой. Расскажите вообще о вот рутинных своих задачах, чем проектный отдел каждый день живет. Потому что, естественно, обыватель представляет постоянный чертеж и придумывание, но явно это не так. Ну, в принципе, в общем, вы сказали все верно. Но в целом проектное дело, это как любой производственный процесс, это производство. Как строительное, как ваша передача, создание. Это всегда труд очень многих людей, в котором включены в том числе разные специальности, в том числе и как часть проекта, это конструктор, конечно же. Ну, рутины, какие рутины? Это, конечно, черчение, без этого никуда. Ну, черчение, это, конечно, как заключительный этап, всегда это предшествие, какие-то расчеты, это всегда смежные профессии, то есть работа с архитекторами, там, с другими специалистами инженерных систем и так далее. Принятие каких-то решений, это всегда принятие решений определенных. То есть ответственность в первую очередь, да? И, естественно, да, соответственно, это ответственность. Ну вот тогда отсюда вытекает следующий вопрос. А какими личными качествами и профессиональными должен обладать инженер-конструктор? Ну, конструктор, как проектировщик, в первую очередь, наверное, потому что он сидит всегда практически на месте, он должен быть, ну, это так, из юмора усидчивый, потому что усидчивый в этой профессии не задерживается. Но профессионально, как всегда, это, конечно, должно быть хорошее образование, должен быть всегда быть в курсе всех передовых каких-то технологий, да, проектирования и так далее. То есть он должен знать нормативную базу, актуальную. Ну, то есть и постоянно совершенствоваться. То есть это как в любой профессии специалист должен расти и совершенствовать себя, да, развиваться профессионально. Ну и добавим, опять же, что уже сказали, ответственным быть, потому что ответственности очень много. Да, ответственность, конечно, есть, потому что ошибка довольно-таки, тем более в плане конструктива, это очень дорогостоящее, вплоть, ну, конечно, до жизни людей, может быть. Ну, если говорить все-таки о вашей деятельности, да, то, конечно, нужно затронуть тему ваших проектов, да, ну, для того, чтобы телезрители понимали, да, ну, вот, с чтобы чем вы понимать работаете. масштаб, у нас даже есть отдельный листочек, который вкратце, да, перечислено, то есть, ну, из знаковых в Якутске вещей, которые знают все, это вы участвовали, по сути, в проектировке жилых зданий в квартале Прометей, 203-й микрорайон. Сейчас здание дома охотника строится, руку свою туда, насколько я понимаю, тоже приложили. Да. Это не все, это вот я только 3 перечислил, да, и учитывая, что у меня здесь собрано, ну, видимо, наверное, ключевые, да, самые такие, ну, нет, титульные, может быть, вещи, но, тем не менее, огромный перечень объектов, да, где вы приняли участие. Ну да, за свою карьеру как-то недавно просто подбил так примерно просто там, ну, довольно-таки очень много объектов, где участвовал. Ну, от проектирования там буквально небольшого крылечка до целых жилых зданий, кварталов, да. Ну, и есть ли такой момент у вас, что чем-то вы гордитесь, или вот какой-то проект у вас остался навсегда в душе, в памяти, в сердце? Ну, в памяти, в сердце строителю, как и проектировщик, который находится, это самый первый объект, который он запроектировал, наверное. Что это было у вас? Так, ну, в моем случае, ну, из таких знаковых, самых, ну, крупных, больших объектов, которые я, ну, самолично, как бы, ну, начинал как рядовой инженер, конструктор, только начинающий, это вот здание управления федерального казначейства на Короленко, перекресток Короленко, Орджоникидзе. Ну, такой по архитектуре, ну, красиво, там у нас архитектор такой знаковый был. И
опыт начинался, так Именно сказать, там. с этого, да. Ну вот и возвращаясь к объектам, просто мы так в основном в Якутске Мгм. находящиеся, и вы Ну. также принимали участие ну, фактически Ну, да, в по строительстве Якутии, объектов да. в Алдане, в Среднеколымске, Мирном, Нерингре, поэтому нас, в принципе, все эти люди сегодня смотрят, поэтому, чтобы вы понимали, да, насколько всеобъемлющая работа проектировщика может быть. Но помимо, как бы, скажем так, прагматичных зданий, да, которые для жилья, для работы, есть же еще вещи, которые просто радуют глаз, и вот хотелось бы поговорить о них. Ну, один из них, мы уже знаем об этом, это чаша, которая появилась у нас на площади Орджоникидзе в городе Якутске. Это тоже ваш проект. Вот как создавался, вот вообще, как создаются такие интересные вещи? Ну, создаются как? Это было просто как бы такое техническое задание под конструкцию именно самой чаши, чтобы ее держать, которая вот стоит в фонтане Орджоникидзе. То есть сама чаша — это отдельный заказ. А нам была поставлена задача вот именно разработать и поставить. Главное, чтобы устояла, да? Да, и вот это был такой, как не работа, это больше творческий проект. Такой очень интересный и небольшой, за очень короткое время надо было сделать. Там мы с друзьями скооперировались в этом плане, там и производственники. То есть там была задача, быстро нужно было его обмерить. Как казалось, у нашего фонтана 9 и 18 граней. Он чуть-чуть несимметричный. То есть слегка, да, там были небольшие отклонения, но это ничего страшного. Были учтены в проекте все эти замечания. И была как бы поставлена задача разработать такие конструкции, чтобы можно было вручную собрать без привлечения техники. Ну и чтобы это было модульно, можно было разбирать, собирать. Так, идея, например, там вот деревянной вот этой обшивки, там у моего друга тоже была. То есть мы хотели просто из железа просто все закрыть. Потом он предложил, мы предложили как бы заказчику, он одобрил. Ну и получилась такая, симпатичная арт-объект такой, да, аккуратненький. Многих интересует вопрос, что за птичка, почему там одна птичка, понятно для чего, зачем, что за задумка? Вот задумка это, конечно, не наша, это наша зона ответственности была ниже. Потом, когда чашу смонтировали, я сам только увидел, сначала подумал, что за птичка там сидит. Потом присмотрелся, оказывается, арт-объект. Вот это, кстати, загадка из загадок. Да. Вот надо вот ее постараться разгадать. Кто ее туда заложил. Однажды, через много лет, это же может быть стать такой, какой-то некой легендой городской, например. Конечно. Очень большой потенциал. Но вот помимо того, что нас смотрят жители, возможно, тех же домов, к которым вы свою руку приложили, нас смотрят сегодня, наверное, и люди, которые сами, может быть, либо планируют жизнь с проектированием, со строительством, в принципе, связать. Может быть, находятся уже в начале своего творческого рабочего пути. Вот. И, наверное, будет полезно рассказать, какие вот ошибки чаще всего проектировщик может совершить, чтобы, да, как бы вот люди послушали и их не совершали, скажем так. Ну, проектировщику, конечно, ошибаться нельзя. Наверное, как саперу. Конечно, ошибки, конечно, встречаются, но для этого все-таки в проектной организации это многоуровневая ступень проверок всегда имеется. То есть это как минимум идет исполнитель, некий главный там либо конструктор, либо архитектор, либо какой-то руководитель группы, и потом главный инженер проектов. То есть это вот как минимум 3 ступени, проект должен проходить проверку. Плюс это государственная экспертиза, соответственно, больших объектов, которые у нас имеются. Ну а чтобы не ошибаться, все ошибаются в любом случае, это вот только проверка друг друга. Да. И такая работа в команде, да, как вы сказали? Работа в команде. Тут индивидуального ничего такого нету, и это невозможно просто от слова априори совсем. То есть это... Александр, спасибо большое за то, что рассказали сегодня о вашей профессии. Мы узнали много нового. Мы желаем вам ярких каких-то новых проектов, потому что действительно без них и работы-то у вас не будет, да, и, соответственно, вот какой-то такой удовлетворенности от того, что вы делаете. Да, это, конечно. Строительство все-таки, я думаю, будет всегда это. Желаем хорошего дня вам и, опять же, дальнейших профессиональных успехов. Спасибо. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях.
Мы продолжим рассказывать самые актуальные новости этого утра. Парадигма защиты и охраны труда работников сдвигается в сторону паритета. Если раньше работник вешал всю ответственность на работодателя, а те, в свою очередь, руководствовались по принципу спасения утопающих – дело рук самих утопающих, то теперь ситуация изменилась. Так, на панельной сессии, посвященной охране труда, ведущие специалисты отраслей обсудили вопросы снижения производственного травматизма и повышения производительности. Так получается, что с 2021 года колоссально изменилось законодательство в области охраны труда, и достаточно большая степень ответственности и при этом и расширение возможностей получилось у работодателей. Увеличение степени ответственности, увеличение возможностей. И сейчас акцентирование всей системы управления охраной труда сделано на оценку профессиональных рисков. Вот сегодня мы будем обсуждать те возможности, которые дает эта оценка, те экономические механизмы стимулирования снижение травматизма, снижение уровня профессиональных рисков, которые существуют и эффективно реализуются нашим государством. Эксперты отмечают, что законодательные акты в части охраны труда многим специалистам даются тяжело, поэтому основная миссия мероприятия в доступной форме – донести важную информацию до слушателей. Причем на панельной сессии поднимаются и вопросы средств индивидуальной защиты, и это не только ставшие нам привычными за пандемийные годы маски и перчатки. Конечно, это комплекс, это и спецодежда, и спецобувь, и средства защиты головы, и средства защиты рук. Это полный комплекс обеспечения работника, чтобы он был защищен от вредных и опасных производственных факторов и возвращался домой живым и невредимым, можно сказать так. До сдачи ЕГЭ тем временем остается чуть больше месяца. В этом году ответственные испытания пройдут более 8,5 тысяч якутских школьников. Напомню, выпускники сдают 2 обязательных экзамена – базовый или профильный по математике и русскому языку. В качестве предметов по выбору остаются обществознание, биология, литература, химия, физика и многие другие предметы. Отмечу, что основной период проверки знаний стартует с 23 мая и продлится до 4 июля. В общем, не предвидится существенных изменений, но вместе с тем с прошлого года общественностью позитивно было принято нововведение как возможность улучшения качества сдачи. То есть у каждого сдавшего экзамена будет возможность по выбору по какому-либо предмету улучшить свои качества, то есть еще раз повторно сдать экзамены. Вот такая возможность будет предоставлена дважды по гуманитарным наукам и по научно-техническим наукам. Участники Всероссийской олимпиады школьников продолжают обмениваться опытом. Во время круглого стола, проходившего в Доме правительства, сопровождающие тренеры поделились секретами воспитания чемпионов. Инициатором совещания выступил Николай Чесноков, ректор Московской государственной академии физической культуры и по совместительству председатель жюри Олимпиады. Присутствующие смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся проведения соревнований. Я считаю, что это очень большой опыт, когда проходит Олимпиады. Это все-таки закрытое мероприятие, на которое невозможно попасть, для того, чтобы не отвлекать участников от выполнения заданий. Но сегодня как раз-таки для наших учителей по физической культуре и сопровождающих была возможность, во-первых, посмотреть, как проходит Олимпиада. Они были допущены до места проведения в Триумфе по легкой атлетике. Они как раз-таки болели за своих участников, и помогали им. На этом все. Хорошего дня и встретимся в эфире. Перенесемся в Усть-Неру, где тоже происходят яркие события и какие-то интересные ситуации жизненные. Да, что-то есть там. Например, на суд зрителей там представили спектакль «Босоногий батальон». Его поставили участники Народного театра Дома культуры, и роли действующих лиц повести исполнили как взрослые, так и дети. Что из этого вышло, узнаем далее. Усть-Нерскому Народному театру Дома культуры «Металлург» уже более полувека. Труппа театра дарила зрителям и драмы, и комедии, и даже водевили. А 3 года тому назад создалась при Народном театре детская группа. Конечно, с ребятами хлопот прибавилось, но появились и новые возможности постановки смешанных спектаклей, как нынче. В этом спектакле играют 7 взрослых и столько же детей.
Данный рассказ является повестью, в первую очередь всем детям, о том, как порой возраст никак не влияет на героичность наших людей, о том, что можно даже в возрасте 7 лет, это возраст младшего брата, как я помню, быть героем Советского Союза, отдать свою жизнь на благо всей стране. Собственно, об этом и трактуется наш спектакль. Скажите, пожалуйста, вот играть с актерами, с детьми, насколько это интересно или трудно, или сложно? Игра с детьми – это в первую очередь большая ответственность именно для взрослых. Ибо, дети, не будем скрывать, это дети, у них игривый характер, но все-таки за этим стоит следить и стараться их приструнять. А с точки зрения постановки, это, конечно, надо помогать им, поскольку если ребенок запнется, он навряд ли сможет симпровизировать сцену так, чтобы это выглядело естественно. А как мы знаем, дети, они скорее работают на краткосрочную память, они быстрее запомнят, и потом именно надо так точно и рассказать, как было по тексту. В этом плане взрослые должны именно им помогать и подсказывать, брать ситуацию в свои руки. Период, описанный в повести Виктора Дроботова «Босоногий батальон», приходится на 1942 год. В захваченном гитлеровцами хуторе подростки создают отряд сопротивления. С немецких складов исчезают продукты и оружие, что, понятно, сеет панику среди фашистов. Ребята спасают бежавшего из плена раненого бойца и ставят его на ноги. Словом, настоящие партизаны. Просто пацан, который со своими друзьями построил компанию партизанов, чтобы помешать немцам захватить хутор. Он на меня похож. Я, как и он, тоже пытаюсь что-то сделать там. Если что-то такое, то я пытаюсь там помочь, чем смогу, конечно. Тимошка, он смелый, он не боится, что его убьют. Он отчаянно смелый. Он такой же, как я. Он очень сильно сходится со мной. Я тоже младший брат. У меня роль Вали. Я читала эту историю, она мне очень понравилась. Я совсем не ожидала, что мне выпадет играть эту роль. Эта героиня мне нравится своей смелостью и храбростью. Финал истории: русские партизаны побеждают. Нас должны расстрелять. Должны. Но разве можно было допустить, чтобы погибли такие отчаянные ребята? И режиссер постановки Анна Бубякина к радости заплаканных зрителей меняет финал. Спектакль детский, называется «Босоногий гарнизон». В основном роли исполняли детки. Очень хороший спектакль, одноактный, оцениваем очень хорошо. Дети, которые играли главную роль, Айнара Багимова и Олег Андрецов, очень открыли свои роли. Оцениваем спектакль очень хорошо. Вот таким было это утро, дорогие телезрители. И у нас осталась одна еще добрая традиция, которую необходимо сделать по четвергам. И традиция не только наша, традиция почти всего мира. Это четверг, день киноновинок. И прежде чем мы с вами уйдем продолжать сегодняшний день, давайте узнаем, что с сегодняшнего дня можно посмотреть на большом экране. А мы на этом вам желаем, конечно же, отличного, хорошего дня. Увидимся завтра на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Настян, атын олортон итәгә вак идектәкән өйдәҗин. Эне бардын атыйчы. Главную премьеру этой весны смотрите в кинотеатре «Центральный» уже сегодня. Родители возмущены, что ваша дочь учится вместе с нормальными детьми. От природы человек обладает необыкновенной силой.
Такие фильмы об этом, о героях нашего времени, про которых нужно знать. Анастасия. Противопоказаний нет? Нет. Спортивная драма расскажет историю нашей землячки, известной пловчихи Анастасии Диадоровой. Реальная история удивительной девочки, которая в 3-летнем возрасте получила электрический удар в 10 тысяч вольт. Выжила, но лишилась обеих рук. Создатели фильма уверены, что невероятная сила воли маленькой якутской девочки, которая нашла силы не только жить дальше, как все, но и стать паралимпийским призером, станет мотивацией для целого поколения людей. А мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.